Хоккеисты сборной России в серии буллитов со счетом 2-1 победили команду Швеции в матче второго тура первого этапа Евротура Кубка Карьяла. В составе шведов шайбу забросил Антон Ведин. У россиян отличился Родион Амиров. Победный же буллит на свой счет записал Василий Подколзин. Российская команда после двух матчей занимает вторую позицию в турнирной таблице, набрав 5 очков. Возглавляет квартет сборная Чехии, у которой 6 пунктов. Шведы идут на третьей строке, имея в активе 1 балл. Замыкает таблицу представители Финляндии, не сумевшие набрать ни одного очка. В заключительном третьем туре россияне сыграют с командой Чехии. Футболисты московского ЦСКА в гостях проиграли нидерландскому Фейенорду в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе хозяев поля голы забили Реджисиано Хапса, Оркуна Кёкчу и Луцхарелла Гертрюйда. Также мяч в свои ворота отправил защитник Фейенорда Маркос Сенеси. После 3 матчей предварительной стадии турнира армейцы занимают последнее место в группе Кей, имея в активе 2 очка. Нидерландцы располагаются на третьей позиции, набрав 4 пункта. Возглавляет квартет Загребская «Динамо», у которого 5 баллов. Вторым 4 очками идет австрийский Вольфсберг. В следующем туре 26 ноября ЦСКА вновь сыграет с Фейенордом. На сей раз встреча пройдет в Москве. Манчестер Юнайтед со счетом 3-1 выиграл у Эвертона в выездном матче 8-го тура чемпионата Англии по футболу. В составе манкунианцев дублем отметился Бруно Фернандеш. Еще один мяч забил Эдинсон Кавани, для которого этот гол стал дебютным в составе клуба из Манчестера. Единственный результативный удар хозяев поля нанес Бернард. Благодаря этой победе подопечные Ули Гуннера Сульшера поднялись на 13 место в таблице чемпионата, набрав 10 очков. Ирисхи занимает 5 место, имея в активе 13 пунктов. В следующем туре Манчестер Юнайтед дома сыграет с Вест Бромвичем, а Эвертон в гостях встретится с Фулхэмом. Баскетболисты московского ЦСКА в гостях обыграли греческий Панатинайкос в матче 7-го тура Евролиги. Встреча завершилась со счетом 89-83. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев площадки Неманья Недович, набравший 19 очков. У армейцев самым точным был Уилл Клайберн, на счету которого 15 баллов. ЦСКА занимает 7-е место в таблице, имея в активе 4 победы в 7 играх. Греческий клуб с 2 победами в 5 матчах располагается на 12-й позиции. В следующем туре российские баскетболисты на своей площадке сыграют с испанской Басконией, а Панатинайкос дома встретится с турецким Анадолу Эфес. Якутский боксер Петр Васильев единогласным решением судей выиграл у турка Умита Аталай. Поединок прошел в Стамбуле. Эта победа стала второй для якутянина на профессиональном ринге. Ранее 10 октября он нокаутом выиграл еще одного представителя Турции Фаруха Хаирова. Напомним, Петру Васильеву 25 лет. Он является мастером спорта международного класса. В его активе 3 победы на международном турнире класса А памяти Константина Короткова, бронзовые награды молодежного первенства России, а также международных турниров Кубок Принца и Тотана Элит Боксинг Ивент. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!